Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В республике вновь участились случаи природных возгораний. Каковы их причины и последствия? Абхазские специалисты совместно с коллегами из МГУ ведут работы по изучению динамики морских берегов и оценке темпов размыва. Благодаря финансовой поддержке выпускницы образовательного учреждения Яны Сабуа в спортивном зале сделан капитальный ремонт. Исполняющий обязанности президента Валерий Буганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с ракетной атакой ВСУ на школу-интернат в Судже. Удар был нанесен 1 февраля. Убиты и раненые мирные люди, не сумевшие эвакуироваться из Курской области. Эта ужасная трагедия, оставившая глубокие раны в сердцах родных и близких, вызывает неподдельное горе и скорбь, отмечает Валерий Буганба. В такие тяжелые времена мы должны объединяться и поддерживать друг друга, осознавая, насколько важна ценность жизни и мира. В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими, говорится в соболезновании Валерия Буганба. Общественная палата Республики Абхазия предлагает исключить из бюллетеня для повторного голосования строку против всех кандидатов. Об этом говорится в обращении членов палаты к спикеру и депутатам парламента Абхазии. Общественная палата просит внести соответствующие изменения в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Абзац 3 статьи 19 изложить в следующей редакции. Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Как быстро отступает или нарастает берег, существует ли угроза для хозяйственных построек? Эти и другие темы стали предметом изучения совместной абхазо-российской экспедиции. В рамках мероприятия в Абхазию приехали более 50 студентов, аспирантов, а также преподавателей. В течение недели велась работа по нескольким направлениям. Полезное взаимовыгодное сотрудничество было реализовано в рамках Центра МГУ в Абхазском государственном университете. Подробнее о работе молодых ученых в материале Шазины Ханагуа. С самого утра и до позднего вечера участники экспедиции работают, не покладая рук. Студент 4-го курса МГУ Дмитрий Лукашенко измеряет профиль подводного берегового склона. Это позволит смоделировать и оценить влияние штормовых явлений на пляж, а также придумать возможные инженерные решения, которые помогут в берегозащите. В Абхазии-то я не впервые. У нас тут практически ежегодно проходят экспедиции разного рода. До этого было в районе Пицундского полуострова. Сейчас мы немножко изменили нашу программу, пошли дальше, в Сухум. Мне очень понравилось здесь в прошлом году. Мне очень понравилось место, понравились местные люди. Понравилась компания, в которой я работал. Прошло больше половины срока. И мы уже выполняли ряд работ, в частности, на берегах. Далее на склонах, на предгорьях хребтов. Абхазо-российская совместная экспедиция проводится не в первый раз. Ведутся работы по изучению динамики морских берегов, оценки темпов размыва. Ребята выполняют промеры, геодезические работы, чтобы сопоставить с результатами прошлогодних съемок и оценить, как быстро отступает берег или где он нарастает, существует ли угроза для хозяйственных построек. Сейчас у нас здесь 54 студента. Несколько аспирантов и довольно большая группа преподавателей. Мы работаем по нескольким направлениям. Вот береговое здесь сегодня, которое будет реализовано, это лишь одно из 7. Также есть гидрологические работы, изучение стока рек, состава, геохимии, гидрохимии. Есть работы геоморфологические, изучение опасности, оползней, селей, боковой эрозии в реках. Есть радиохимические работы. Впервые в прошлом году на территории Абхазии были выполнены по изучению чернобыльского следа. Есть он, нет. Есть работы, нацеленные на реконструкцию истории развития рельефа, то есть как менялся в прошлые геологические эпохи уровень моря.
Абхазия – морская страна. Здесь побережье протянулось более чем на 200 километров. Безусловно, динамические процессы оказывают влияние на хозяйственную деятельность, и они требуют изучения. В этом направлении абхазские специалисты совместно с коллегами из МГУ проводят продуктивную работу. Данное мероприятие проходит в рамках активности Московского государственного университета, Центра Московского государственного университета в Абхазском государственном университете. Это Центр науки и образования Московского государственного университета. Он был создан в прошлом году, и в рамках этого центра мы реализуем данное мероприятие. Это одно из активностей этого центра. Заметное, значимое событие, потому что в этом году к нам приехали больше 60 человек, в составе которых находятся большей частью студенты, аспиранты, преподаватели Московского государственного университета, которые занимаются исследованием в области геоморфологии. И большей части это вопросы, связанные с динамикой береговых процессов. Локации для изучения были выбраны до приезда экспедиции. В этом году большая часть работы осуществляется в восточной части Абхазии. В прошлом году была западная часть республики. Это в первую очередь Пицунский полуостров. Участники экспедиции охотно делятся результатами проведенной работы. К примеру, были выделены пляжи в хорошем и в критическом состоянии. Мы обследовали и увидели, что есть очень стабильные участки с хорошими пляжами, широкими. А есть участки такие, которые находятся в критическом состоянии. Например, вот восточный борт Новоафонского залива. Там есть старые советские буны, которые до сих пор хорошо функционируют, но в то же время есть участки, осложненные поздневыми процессами, где берег очень сильно размывается, и постройки многие уже съезжают в море. То есть все по-разному. То есть есть локальные участки аварийные, а есть очень хорошие, протяженные, стабильные. Шицквара и в сторону Эшеры. То есть вот там много таких критических участков. Совместная экспедиция проходила неделю. За это время российские и абхазские коллеги провели плодотворную работу. Полезное и взаимовыгодное сотрудничество было реализовано в рамках Центра МГУ в Абхазском госуниверситете. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. На 65-м году ушла из жизни заслуженная артистка Абхазии, актриса Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба Изольда Аруха. Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Изольде Кучковне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны, узнаваемы. Большая занятость актрисы в репертуаре театра упрочила ее положение как ведущей актрисы. Смерть Изольды Аруха стала большой потерей для театра, но добрая память о ней сохранится в профессиональном сообществе и сердцах людей, знающих и любящих ее творчество, говорится в соболезновании Министерства культуры Абхазии. Продолжаются поиски россиянина, пропавшего в окрестностях озера Рица, сообщает пресс-служба МЧС. В спасательной операции задействовано около 15 человек. 38-летний житель Тюмени Алексей Берестенев пропал в Рицинском парке 2 февраля. Он был один, перед уходом оставил свои личные вещи и документы. В республике вновь участились случаи природных возгораний. Каковы их причины, последствия и можно ли предупредить лесные пожары? Сотрудники МЧС регулярно сталкиваются с проблемой возгорания леса, однако призыв к гражданам относиться к этому вопросу более ответственно остается неуслышанным. Уляна Рожкова продолжит тему. Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях Абхазии. Они ежегодно начинаются со сходом снежного покрова и наступлением сухой и теплой погоды. Зачастую возникновение пожара – это на 80% человеческий фактор. Чтобы избежать значительного ущерба, пожар нужно тушить быстро и эффективно. Огнем была охвачена большая территория, очень труднодоступные места. Специальная техника не может туда подъехать, там нет проезжей части, дороги. Поэтому спасателям и пожарным приходится самостоятельно, вручную тушить пожары. Очагов
несколько возгораний, не в одном именно месте, а в разных местах, что говорит о том, что это человеческий фактор. Последствия пожаров в лесу весьма печальные. Огонь уничтожает бесценные зеленые насаждения, которые восстанавливаются десятилетиями. И это приводит к нарушению экологического баланса. Ущерб наносится и экономике страны, и простым гражданам, так как иногда огонь доходит и до жилых домов. Нарушение правил пожарной безопасности именно людьми. Люди разводят костры, сжигают и чистят свои участки. Вследствие они не контролируют это горение, оставляют так, и огонь очень быстро распространяется по территории и охватывает очень большую площадь. В первую очередь хотелось бы отметить, что лесной пожар – это неконтролируемое горение, которое приводит за собой уничтожение больших территорий, опустошение местности и ведет к гибели животных и растений. К счастью, к жилым домам огонь не распространился, так как спасатели пожарные, им удалось локализовать очаги возгорания. За последнюю неделю в Сухумском районе произошло несколько пожаров, главная причина которых – замыкание электропроводки. В общем, за прошлый 2024 год по Сухуму и Сухумскому району было 228 пожаров и загораний. Материальный ущерб составил 28 миллионов рублей. 28 миллионов 300 тысяч рублей. Основными причинами пожаров являются нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, то есть люди оставляют электрооборудование, приборы, не выключают их, вследствие происходят пожары. Для предотвращения возникновения пожаров в лесах в пожароопасный период запрещается разводить костры, бросать горящие с печки, окурки и горячую золу из курительных трубок, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. Только ответственное отношение граждан и соблюдение правил пожаробезопасности сможет защитить леса от возгораний. Ульяна Рожкова, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Абхазские учителя смогут повысить квалификацию в центре «Машук» в Пятигорске, созданном по поручению Путина. Специальная программа объединит более 150 директоров школ Абхазии. Одна из ключевых задач – выявлять и аккумулировать передовые учебные практики, распространяя их на тех, кому они нужны. Ведущие российские эксперты в области образования и наставничества поделятся с коллегами опытом, методическими материалами и другими наработками, которые они успешно применяют в своей ежедневной работе. Участники программы также узнают, какие детские и молодежные проекты сегодня существуют в Российской Федерации и как в них принять участие. По итогам программы будет сформирован комплекс совместных мероприятий для реализации в ближайшее время. Представители Дома Москвы в Сухуми и посольства России в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Котлярову Евдокию Ефимовну с 95-летним юбилеем. Ветерану вручили цветы, подарки и письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. Новая жизнь спортзала. Теперь учащиеся 8-й столичной школы смогут заниматься волейболом, баскетболом и даже гимнастикой. Благодаря финансовой поддержке выпускницы образовательного учреждения Яны Сабуа в спортивном зале сделан капитальный ремонт. Подробности в репортаже Гуго Цеварданя. Теперь здесь все новое. Пол, стены, щиты с корзинами для баскетбола и даже шведская стенка. Одним словом, лишь бы у детей было желание заниматься спортом, а у учеников 8-й столичной школы оно есть. На протяжении долгих лет спортзал 8-й столичной школе был непригоден и даже опасен для жизни учащихся, поэтому занятия физкультурой проводились в большом школьном дворе. В спортзале был пол и был риск, что сверху полетит штукатурка, когда бегаем. Настроение очень хорошее, потому что до этого мы занимались в холоде, на улице было очень холодно. Теперь будем заниматься в теплом спортзале. Спортзал получился очень ярким,
и очень много инвентаря. Учащиеся и преподаватели образовательного учреждения не устают благодарить бывшую ученицу 8-й столичной школы Яну Сабо. Ведь новый спортивный зал – это полностью ее заслуга. Капитальный ремонт сделан за счет ее финансовых средств. Она посвятила эту благотворительную акцию памяти своего отца Вячеслава Сабо. Сама Яна на открытии спортзала присутствовать не смогла, но передала теплое видеообращение для родной школы. Я поздравляю вас с открытием спортивного зала и благодарю Бога за то, что мне удалось осуществить свою мечту и сделать что-то хорошее для своей школы. И в первую очередь для вас, для детей, потому что вы – будущее поколение Абхазии, и на вас будет держаться вся страна. Я желаю вам успехов, удачи и всего самого наилучшего в ваших начинаниях. Однако в открытии спортивного зала и разрезании красной ленты принял участие двоюродный брат Яны Тенгиз Сабо. Он рассказал, что сестра давно хотела помочь родной школе. И вот, наконец, ее мечта осуществилась. Она после окончания школы уехала в Россию и ныне живет там. Она ежегодно приезжала к своим родственникам, к нам. И непосредственно всегда заходила в свою школу. И, как мы видим, школа не очень выглядела и снаружи, и снутри. А самое главное, не было спортзала. Для детишек, в первую очередь, это для физического развития должен быть спортзал в школе. Поэтому ежегодно, когда она приезжала и видела эту школу, у нее слезы просто накатывались на глазах. И она все-таки решила помочь сделать данный спортзал, восстановить. Мы ей помогали по восстановлению, но что касается финансовой части, она все взяла на себя, оплатила весь ремонт. Долгие годы мы желали, чтобы у нас был уютный, теплый, красивый, оснащенный, современный спортивный зал. И вот наше желание сегодня осуществилось благодаря Яне Вячеславовне Сабо. Открытие спортзала сопровождалось музыкальными и спортивными номерами. В мероприятии приняли участие представители управления образования администрации города Сухум, депутат от Маякского округа Наур Нармания. Это большая помощь образовательному учреждению и большая гордость за подобных благотворителей, отмечали выступающие. Мы радуемся вместе с вами. От лица администрации города Беслана Федоровича, от себя лично хочу поблагодарить Яну Вячеславовну и ее семью за такой большой подарок. Большая история 8-й школы. Послевоенное время, несмотря на то, что внешне и внутренне не соответствует, но здесь работает большой сплоченный коллектив, дети и родители, которые не подводили ни свой район, ни свой город, ни все свои традиции. Вы знаете прекрасно, что у нас в округе 3 школы. Это средняя школа номер 7. Там произведен капитальный ремонт. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал в этом участие. Вы знаете, что в 12-й средней школе идет ремонт. Надеюсь, что он будет доведен до логического конца. А вот касаемо 8-й школы, было в планах. Но вы не представляете, какое большое удовольствие мы все получили, узнав о том, что выпускница, учащица этой школы взяла на себя ответственность, профинансировала, чтобы учащиеся этой школы в спортзале могли играть, веселиться, заниматься спортом. В организации и выполнении ремонтных работ в спортивном зале помогал Аслан Хайцук. Красочные стены, качественное напольное покрытие и многое другое. Хочу выразить огромную благодарность строителям, лично Аслану Хайцу, за то, что все, что здесь сделано очень профессионально, сделано очень качественно. И я надеюсь, на долгие-долгие годы школа сможет сохранить зал в том состоянии, в котором он сейчас находится. Сейчас здесь занимается детский танцевальный кружок. В ближайшее время, по словам специалистов столичного управления образования, они постараются открыть и другие спортивные секции, такие как карате, баскетбол, волейбол, гимнастика, бокс. Гугут Савардания, Раву Камке, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды.
По сообщению гидрометцентра, 4 февраля в Абхазии ожидается дождь, местами дождь со снегом, возможно гроза. В горах снег. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 3, 8. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.